Здравствуйте, дорогие друзья! Нам сегодня с вами предстоит поговорить об одной из самых важных, первых заповедей, которые даны Богом человеку. Заповедь о рождении и воспитании детей. Мы будем говорить и о духовном смысле этой заповеди, будем говорить и о демографической ситуации в России, и о вопросах многодетности, малодетности, бездетности, и о воспитании приемных детей. Будем говорить и о таких неприятных сторонах, даже, скажем, прямо греховных этого, как прерывание беременности, совершение аборта или вспомогательные репродуктивные технологии, которые сегодня используются для появления на свет новых малышей. Итак, давайте разбираться, погружаться в эту сложную тему. Мы открываем книгу «Бытия», первая книга Библии, первая глава, которая повествует нам о сотворении мира и о сотворении человека. И читаем там. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Мы видим, что Господь творит человека по образу своему. Это и наш дар слова, это и наша бессмертная душа, это и наши творческие способности, творческие как в отношении окружающего мира, материального. Мы управляем им, должны стремиться делать его лучше. Это и наш постоянный выбор между добром и злом, наша совесть. И это, между прочим, и творение новой жизни. Ведь Бог, как Отец, рождает наш мир, Он создает его из ничего. И Он нам дает возможность быть такими маленькими творцами, вступая в брак, любя друг друга. А мужчина и женщина – это две стороны, две ипостаси, две грани одной, единой человеческой природы, почему мы и можем и соединяться в браке, и творить нового человека, такого, какого не было еще на свете никогда. Мы верим, что у каждого человека неповторимая, уникальная личность, неповторимая душа, и даже телесный его состав, даже тело его тоже в известном смысле не похоже на всех остальных людей. Мы верим, что этот человек рождается не только лишь для земной жизни, как рождаются, скажем, животные, звери, птицы, а он рождается для жизни вечной, чтобы наследовать общение с Богом, чтобы войти в Царство Небесное. И Господь дает нам возможность, в лице первых людей, Адаму и Еве, Он дает нам возможность приумножать род человеческий, чтобы наполнять землю, охватывать, так сказать, ее лицо и постепенно воссоединять весь мир с Богом, наполнять его своей благодатью, божественной, конечно, благодатью. Об этом потом сказано, что Адам нарекал имена животным. Вот это вот ословесивание природы, это и есть та власть духовная, которую человеку дана над окружающим миром. И святые отцы толкуют, что в Новом Завете, когда нам явилось Божие откровение, что Бог сам един по природе, един по существу, и вместе с тем троичен в лицах, Отец, Сын и Святой Дух, Троица единосущная, нераздельная. Так вот, святые отцы говорят, что семья есть земное отображение Святой Троицы, поскольку сам Бог есть любовь, как говорит апостол Иоанн Богослов, и пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем пребывает, то вот Господь и дает нам через такую естественную, земную, так сказать, природную любовь, через это естественное влечение противоположных полов друг к другу, осознавать, что есть такое настоящая любовь. И восходить, возвышаться к нему самому. Потому что ведь семья не может быть замкнута только на себе. Вспомним
знаменитое высказывание, что любовь это не когда смотрят друг на друга, а когда смотрят в одну сторону. И вот парень и девушка рождают ребенка, и их любовь как бы уже отвлекается от только лишь созерцания друг друга, а когда человек любит другого человека, он уже преодолевает свой эгоизм, он уже испытывает вот это вот блаженство самоотдачи. И они переключают свое внимание, сосредотачивают на общем ребенке, на маленьком, беспомощном, пока таком милом человеке, которому так много нужно заботы. И они опять же учатся отказываться от себя, они учатся терпеть, они учатся вставать по ночам. Женщина терпит муки рождения. Это, кстати, одно из последствий грехопадения человеческого, когда Еве было сказано, что в болезни будешь рождать детей. Это в 3 главе книги Бытия мы читаем. Умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей. И вот молодые люди, все это претерпевая, и мужчина зарабатывая, защищая семью, по сути дела и учатся любить. Они понимают, что подлинное бытие человека состоит не в угождении себе, и не в телесном, материальном благополучии, а вот в той духовной радости, в радости общения, в радости служения, в радости, так сказать, созерцать плоды рук своих, в каком-то смысле и дети плоды рук наших, это плоды нашего воспитания, плоды нашего, скажем, вынашивания, заботы о них. И так постепенно мы должны восходить к Богу, к самому Творцу. Вот довелось видеть женщину, которая уже больше 90 лет прожила, она 7 детей родила и воспитала. И вот в таких вот пожилых людях всегда сквозит такое вот внутреннее благородство, такое знание жизни, такое вот смирение, потому что через тяжелый труд, через многие лишения, через военные годы, через заботу о детях, через понимание того, в том числе, что и у детей, конечно, тоже не всегда все будет гладко, и это надо принимать как свой крест. Вот в человеке приходит такое немногословие, приходит кротость, когда он уже много не рассуждает, а говорит: да, хорошо, все принимаю. Притча о талантах, евангельская притча, очень много нам может сказать об этом, что Господин дает каждому человеку талант по силе его. Кому-то 5, кому-то 3, кому-то 1. И мы потом должны приумножить и принести. Это очень важно, что таланты возвращаются, таланты, то есть вот эти слитки золота, серебра, они возвращаются дародателю. Таланты – это вся наша жизнь, это наше здоровье, это наши умственные, физические способности, душевные силы. Но это и наши дети, потому что Господь нам дает вот этот дар жизни и дает нам возможность продолжать эту жизнь. Дает каждому по силе и здоровье, и обстоятельства, и финансовые средства. Помогает нам, чтобы мы рождали детей, воспитывали. Но мы ведь рождаем их не для себя. И даже так прямо об этом и говорится, опять же, в книге Бытия, когда Адам увидел свою жену, он сказал, что оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, будут два одна плоть. То есть человек должен оставлять своих родителей в духовном смысле. То есть он выходит из послушания к ним, хотя и сохраняет советование с ними, и заботу о них сохраняет. Но как бы власти они над ним уже не имеют. Они должны об этом помнить, что верховный властитель над нами всеми – это наш Творец, это Отец наш Небесный. Мы все сами для Него дети. И известная библейская фраза, которую, видимо, предстоит каждому из нас произнести некогда на страшном суде, это «се, аз и дети, которых мне дал Бог». То есть Господь мне дал детей, дал возможность их возрастить, вложить в них, и мы их как бы представляем вот, на страшном суде, вот, как плоды дел своих. И сказано в Священном Писании, что каждый от своих дел или постыдится, или прославится от своих дел. И поэтому-то в православном предании, об этом напрямую не говорится в Библии, но в православном предании через жития святых, в том числе нам открыто, что
вот есть два суда. Первый суд – это малый суд над человеком. Вот он приходит на суд Божий и по делам своим получает, по своему нынешнему состоянию, по состоянию души, которой она достойна. Обычно это на 40-й день происходит после кончины человека. Но это суд не окончательный. Почему церковь-то и творит молитвы за усопших? Иначе бы, если бы их участь не менялась, то и не надо было бы за них молиться. Но она молится. Почему? Потому что придет Господь второй раз, и тогда все воскреснут уже теперь в телах своих, и снова предстанут на суд, и тогда Господь будет судить окончательно, уже без возможности изменения, уже по всем делам нашим. Потому что тогда, в конце мира, будет понятно, какой действительно плод мы принесли на земле. Ведь если, скажем, человек скончался, и у него остались дети, пока еще непонятно, как он их воспитал, что он в них вложил. Вот его слова, сказанные им, детям, какие они принесут плоды. Не судите, говорит апостол, доколе не придет Господь, и не осветит сокрытое во мраке. Когда мы судим человека, говорим, что вот он так, скажем, там непутево прожил, а может быть и сам прожил действительно не очень благочестиво, а вот детей, наоборот, смог наставить на путь и трудолюбия, и молитвы. И мы знаем, как люди трепетно относятся к своему потомству и к тому, что за них будут молиться. Ведь известно, что если в роду появляется, скажем, праведник, служитель Божий, монах, то его молитва, она влияет вообще на всех людей, а особенно, конечно, на его предшественников, вообще на его родных. Вот. И в этом смысле нам тоже надо относиться к воспитанию детей ответственно, чтобы они были молитвенниками за нас. Учить их, учить молитве, учить этому служению. Ведь молитва – это, и, по сути дела, как кровь проливать, молиться за других людей. Вот. И заповедь о почтении отца и матери, она имеет в том числе и это выражение, и это измерение. Вот это вот все, что мы сейчас с вами сказали, это все, можно сказать, теория. Теория, то есть это исходные, базовые фразы Библии, но теория, ведь это слово греческое, оно и переводится как созерцание Бога. Как созерцание Бога. Мы созерцаем Бога через Священное Писание, через молитву, через учение церкви. Мы духовными очами, сердечными очами созерцаем Его, то есть видим Его. А какая вера, такая и жизнь. И насколько сильна вера, настолько она и влияет на нашу жизнь. Поэтому правильное понимание Бога, и если оно не только в уме и в сердце, а оно достаточно сильно, чтобы влиять на жизнь, оно и должно сформировать в нас вот это правильное отношение к семье, к любви, к терпению и к воспитанию детей. После грехопадения, конечно, вот Иоанн Дамаскин, например, говорит, что продолжение рода было установлено, то есть, так сказать, поддерживалось Творцом, чтобы человеческий род не пресекся, чтобы не остановился полностью. Потому что ведь в замысле Господнем было людей все-таки спасти. И мы об этом тоже можем прочитать, там же в книге Бытия. «И вражду положу, сказано дьяволу, между тобой и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». То есть семя жены должно поразить главу змеи, должно стереть главу змеи. То есть человек поддался искушению дьявола, и человек же должен и победить, человек должен и воссоединиться с Богом. Поэтому промысел Господень был тот, чтобы из рода в род, через праведников, имена которых мы читаем с вами в неделю святых Отец, святых Праотец, перед Рождеством Христовым, который перечисляется в первых строчках Евангелия от Луки, Евангелия от Матфея и в Евангелии от Луки они тоже перечисляются. Это те люди, которые подготовили пришествие в мир Спасителя. Вот в этом был промысел Божий, что должен родиться Бога человек, что сам Господь должен прийти в мир через человека, не без нравственного, не без духовного участия самих людей. И должна была родиться та Пресвятая Дева, которая сохранит всю свою душевную чистоту и сможет,
сказать от глубины души: «Се раба Господня». В детях мы, кстати, видим такую малую победу над смертью, потому что мы всегда ощущаем, хоть и подсознательно мы ощущаем свое несовершенство, свою конечность, ограниченность. И ребенок – это как бы продолжение жизни, возобновление жизни. Но, опять же, теоретически, как бы взирая на это, мы всегда должны помнить, что и он ведь тоже конечен, и он тоже смертен. И мы знаем, какой трагедией бывает для родителей, которые вот всю, так сказать, свою душу вложили в ребенка и только ему и говорили, что ты вот моя надежда, ты моя опора, ты мое продолжение, ты мое бессмертие. Но если он вдруг заболевает, погибает, насколько рушится их жизнь. Поэтому мы, так сказать, Богом нам дано радоваться тому, что есть дети, что они продолжают наше дело. Но самое главное, мы должны помнить, что Христос воскрес. И что это воскресение дано всем людям, которые желают принять. Именно через таинство крещения, через покаяние и через причащение святых христовых тайн мы усваиваем себе эту победу. И именно в этом, прежде всего в этом, более всего в этом мы должны искать источник нашего бессмертия. Теперь мне хотелось бы сказать несколько слов о вопросе количества детей. Сегодня он витает в воздухе. Об этом много говорят и спорят, потому что демографическая ситуация такова, что население России, в частности, как и многих других стран мира, сокращается. Вот, например, в 2019 году в нашей стране родилось 1 миллион 481 тысяча человек и умерла 1 миллион 798 тысяч человек. То есть на 317 тысяч больше умерло. Идет спад населения. Он был до 2012 года включительно. Несколько лет был небольшой положительный прирост, и теперь с 2016 снова идет спад. Он немножко компенсируется миграционным приростом из стран СНГ, из Казахстана, Таджикистана, Армении, Украины. Приезжают люди на жительство в Россию, но полностью, конечно, не компенсируется, поэтому население России сокращается. И мы видим, что сегодня предпринимается много мер демографической политики. Меры эти имеют в основном характер экономический. То есть они направлены на обеспечение мест в детских садах, на выплату пособий. Недавно обсуждали в одной из комиссий, там оказывается уже порядка 70 различных льгот, пособий, направленных на поддержку семей. И вместе с тем уровень рождаемости на одну женщину остается ниже уровня естественного воспроизводства. Считается, что в целом должно быть более 2 детей на одну женщину. Понятно, чтобы численность не уменьшалась. Сегодня менее 1,6 в среднем. А вот удивительно, что в Германии, скажем, где уровень доходов, несомненно, выше, практически в 4-5 раз, там уровень рождаемости еще ниже. В среднем 1,2 ребенка на одну женщину. Поэтому думается, что вот экономические средства, они могут способствовать, они могут помогать деторождению, но все-таки вот базовое, так сказать, отношение к этому кроется в совсем другой области, как раз, о чем мы сказали, в вере. Какая вера, такая и жизнь. Для чего мы рождаем детей? Вот об этом надо больше всего сегодня задуматься. Ведь не секрет, что многие дети рождаются просто так, потому что так получилось. То есть их родители и не думали даже о ребенке, даже не хотели, даже предпринимали меры для того, чтобы они не появились. Они просто от своего совокупления искали удовольствие душевного, удовольствие телесного, а вдруг получился ребенок. И слава Богу, если хотя бы скажут, ну что ж, получился так, тогда уж рождайся на свет. Но чуть попозже мы об этом скажем, как часто его лишают жизни, этого ребенка. Как много рождается на свет детей вот именно с целью ухватить те или иные меры материальной поддержки. Да и устанавливаются дети порой с такой целью. Как часто рождаются дети, скажем, из зависти, из того, что вот у кого-то есть, у родственников, у подруги, у кого-то вот родился ребенок, и мне тоже хочется, просто чтобы вот не отстать. Или потому что все вокруг спрашивают, а почему ты вот, например, еще до сих пор не родила, почему у вас еще
до сих пор нет детей, то есть как бы под таким давлением общественного мнения родители рождают. Какие еще могут быть цели? Да вот как раз цель, так сказать, демографическая, то есть чтобы увеличить население страны, выполнить тот или иной демографический долг. Бывает цель как бы как пару для другого ребенка, чтобы был не один. Один ребенок родился, а потом, чтобы ему не скучно было, чтобы не был эгоистом. Вот даже такая поговорка расхожая, да, что один ребенок не ребенок. Вот, поэтому рождается ему как бы в напарнике, второй или третий и так далее. Ну, бывает и просто для себя человек так говорит, особенно сегодня, к сожалению, медицинские технологии предоставляют такую возможность, когда женщина, даже не находясь в браке, она может пойти и сделать анонимное донорское оплодотворение. Или просто вступить в блудную связь. И ведь подруги многие так и советуют, говорят, ну чего ты мучаешься? Ну не клеится семья, ну давай, пойди, роди для себя. Вот. А это грех. То есть это сознательный грех. И что потом будет такая мама говорить ребенку? О том, что я тебя родила для себя, и сама-то уж не знаю, кто твой отец и где он сейчас находится. Вот. Другое дело, когда он, например, погиб геройски, это же совсем другой разговор. А если он просто выступил, так сказать, биологическим донором, представьте, да, нравственное, так сказать, нравственные последствия этого, в том числе и для души ребенка. Бывает, что и в качестве гордыни такое вот проявление независимости, самостоятельности, просто чтобы другим людям что-то такое доказать, из тщеславия, может быть, даже, ну, потому что престижно ведь быть родителем, отцом. То есть много есть в той или иной степени неправильных причин. Давайте же задумаемся, а как должно быть на самом деле. Во-первых, конечно, ребенок должен быть желанным. То есть родители, приступая к супружеской близости, они должны твердо осознавать, что это таинство дано нам именно для того, чтобы сотворить новую жизнь. И с такой ответственностью, и с такой, так сказать, с целомудрием, и с молитвенной настроенностью они должны, вот так сказать, благословясь у Бога, они должны так к этому относиться. Мы должны помнить, что ребенку передаются и страсти наши, и особенности черты характера. Вот, поэтому они действительно не должны с целомудрием это совершать и вынашивать ребенка с молитвой, со всеми средствами освящения, которые нам церковь дает, со святой водой, с посещением храма, со святым маслом. И мы знаем, какие святые дети, как преподобный Сергий и многие другие, рождались у таких вот благочестивых матерей. Им уже передавалось, и они от утробы свидетельствовали свое богоизбранничество. Иоанн Предтеча, например, Иоанн Кронштадтский, тоже плод таких благочестивых до мозга костей воцерковленных родителей. Конечно, это должно быть в браке. То есть муж и жена должны не просто сожительствовать, не просто наслаждаться друг другом, мужчина и женщина, они должны именно быть в браке. То есть они должны уже объявить всему миру о том, что мы семья, о том, что мы ответственны друг за друга, о том, что у нас общая фамилия, у нас общее жилье, у нас общая судьба, у нас и горести, и радости у нас все общее. Вот. И тогда действительно они осознают, что дети – это одна из важнейших целей брака. Вот в основах социальной концепции Русской Православной Церкви так и говорится, что отказ от деторождения, давайте полностью прочитаем, продолжение человеческого рода является одной из основных целей богоустановленного брачного союза. И намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений обесценивает брак и является несомненным грехом. Вот. То есть, если супруги именно из эгоистических соображений отказываются от этого, то они совершают грех. То есть они нарушают как бы замысел Бога об этом мире, нарушают, вторгаются в его промысел. Сделаем, кстати, небольшое отступление и поясним, что сегодня, я вот готовясь к беседе и видя цифры статистики, поразился, что даже в статистике, вот, например, грудным вскармливанием сегодня менее 50% детей вскармливаются. И нормальными родами, то есть без кесарево сечения и других вмешательств, менее 40% детей рождается. То есть оцените, насколько ослаблено стало здоровье телесное, физическое. Мы знаем, что порядка 20-30, вот разные приходилось слышать цифры, оценки. Это процент супружеского бесплодия
Еще одна цифра, сегодня около 30 лишь процентов рождаются детей здоровыми, то есть остальные так или иначе с патологиями. Также и женщины, которые вынашивают детей, естественно, они тоже имеют различные отклонения. Там анемия на первом месте находится и прочее. От чего это происходит? По разным причинам. И в целом жизнь сегодня так как бы направлена на ослабление человека, на отрыв его от природной среды, на отрыв его от духовной жизни. Вот та самая женщина, которая больше 90 лет, она ведь такая молитвенная. Про нее дочь говорит, что она никогда завтракать не сядет, пока молитву не сотворит. Человек отступает от Бога, он как бы теряет духовную силу, а духовная сила теряет и телесную. Сегодня женщина бы и рада может воспитать 3 детей и 4, она говорит, сил нет, здоровье не позволяет, душевных сил нет. Знаете, вот эту фразу очень много приходилось слышать на беседах с женщинами, идущими на аборт, о том, что устаю, вот не справляюсь, некогда. Не то, что даже денег не хватает, а просто вот не хочу, нам хватит. Вот оно, видите, как бы мельчает, да? Мельчает душа наша, мельчает и тело наше. Вернемся к вопросу о том, а как, для чего надо рождать ребенка. И вот главный, конечно, это смысл, это как рождение ребенка, как служение Богу, как дар Ему, как дар Ему. Мы даем, помните, вот виноградник, да, притча о винограднике, что виноградари должны приносить плоды Господину. И вот виноградник ведь в определенном смысле можно понимать и как семью нашу. Господь дает нам брак, дает нам любовь, ограждает ее, так сказать, забором, защищает ее, чтобы мы приносили плоды, приносили детей, вот ему посвящали. И часто ведь даже молятся супруги о том, чтобы ребенок, Господи, если вот родится, помоги, благослови, мы тебе его посвятим. И уже заранее его воспитывают, готовят как будущего, допустим, священнослужителя или как будущего, ну даже вот Дева Мария, тоже ведь вымоленная, да, Иоакима и Иоанна, тоже посвященная Богу. И Иоанн Предтеча был такой же, да и многие святые были так Богу посвящены. И рассказывала Наталья Пестова, она была в девичестве, а потом вышла замуж, и матушка родила Соколова, и потом в замужестве была фамилия. Вот она рассказывала про разные скорби, которые их посещали в семейной жизни. И интересно пишет, что вот когда это все улеглось, закончилось, мы с мужем решили в благодарность Богу еще вот родить одного ребенка. По-моему, что у них 4 было. Вот, и они вот как благодарность Богу, да, вот уже для вечной жизни. Ребенок рождается, и когда он только в первый раз спросит у родителя, для чего я вообще вот появился на свет? Ведь в этом мире столько боли, столько непрестанущих войн, смерть здесь царствует. Нужен ли в этом мире? Мы скажем, конечно. Конечно, малыш, ты пришел сюда для того, чтобы бороться за добро, чтобы утверждать жизнь. И в конечном итоге знай, что блаженны, кроткие, они наследуют землю. Вот. Они наследуют, так сказать, часть в Царстве Небесном, и землю эту, Новый Иерусалим, и второе пришествие Христовом они наследуют. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Верь в правду, ищи эту правду, утверждай эту правду. Не бойся стоять за правду, ты насытишься. Господь обязательно явит на тебе свою правду. Не бойся быть изгнанным за правду, все это по заповедям блаженства Господним. Не бойся быть изгнанным за имя Христово, потому что ваше жительство на небесах, радуйтесь и веселитесь. Вот. И из таких детей действительно вырастают такие полководцы, флотоводцы, например, как Федор Ушаков, такие военачальники, благочестивые правители, например, как Александр Невский, такие аскеты, подвижники, как преподобный Серафим. Вот так мы должны относиться к детям. Наполнить мир верой, человечностью. Я помню, как-то в беседе девушки одной в женской консультации сказала, знаете, вот так нам нужен ваш ребенок, так не хватает здесь хороших людей, хороших соседей, хороших сантехников, хороших профессоров, хороших ученых, хороших водителей, хороших товарищей. Вот нужен он нам всем, нужен, как солдат нужен, как, может быть, это будет женщина, как педагог нужен. Вот просто нужен как хороший человек, а больше всего нужен Богу, как святой для Царства Небесного. Так девушка, кстати, хотя при разговоре говорила, нет,
у меня ситуация не та, но она, вот это слово прям легло и на душе, она сохранила потом малыша. Вот дать людям, то есть помимо того, что Богу, людям дать хорошего слугу, хорошего работника, хорошего человека, вот, и так далее. И поэтому, возвращаясь к демографической ситуации, мне хотелось бы сказать, что, конечно, вот, по моему убеждению, не отрицая нужность всех мер экономической поддержки, мне думается, что они проблему не решат. В каком-то смысле даже не наоборот. Как бы государство, вот, можно сказать, как бы берет на себя вот роль отца, да, поэтому многие женщины так легко разводятся, допустим, да, считают, что там вот вроде алименты, и тут все правовые моменты на их стороне, и меры поддержки для одиночек, то есть для одиноких матерей даже больше, чем, допустим, для полной семьи. И вот эта вот надежда на экономическое, она ведь на самом деле дает краткий прирост, многие люди об этом говорят, да и в науке известно, а потом дает спад, такой долговременный спад. И есть интересный эксперимент, он написан в интернете, называется, кажется, Вселенная 2050 или с какой-то циферкой. Мышиный рай. Ученый устроил мышам такой ящик, где было все, еда, питье, идеальные условия. Они сначала начинали с огромной скоростью размножаться, а потом вымирали, полностью вымирала вот эта мышиная колония. Вот так же и люди, если дать им полностью сытые, безопасные, благополучные условия, то, как мы видим, по странам Запада, наоборот, рождаемость идет на спад. Поэтому, конечно, ну не догнать нам сегодня ни Китай, да нам даже Нигерию с Бангладешем не догнать. Крохотные по территории, они нас опережают по численности населения. Вот. Но вспомним слова Александра Невского. Он говорил: не в силе Бог, а в правде. И вот мне думается, что для вопроса о численности народонаселения слова очень подходят. Не в силе, то есть не в количестве, вот Божья правда, да, а в правде, то есть, а как мы говорим детям о смысле их жизни, как мы их воспитываем, как мы сами живем. А мы можем сказать, вот, что в любой момент тебя останови и спроси, куда ты идешь, куда ты едешь, для чего ты суетишься, что ты ищешь в этой жизни. Мы сказали: для Бога. Я живу для того, чтобы возлюбить Его всей душой, всем сердцем, возлюбить ближнего, как самого себя. И вот в этом ведь состоит правда Божья. Вот. И даже сила страны. Сегодня, конечно, демографическая проблема, она поднимается в свете геополитических войн, потому что идет противостояние экономическое, военное, культурное. И мы говорим, что если, дескать, нас мало, то нас задавят, нас съедят. Это верно отчасти, но помните вот знаменитую эту притчу об отце и сыновьях, как он показывает им веник, и по прутику его можно сломать, а целиком никак не сломаешь. Вот так же и народ. Да хоть его будет 3 миллиарда, но если он разрозненный, если он между собой воюет, как это, к сожалению, было неоднократно в нашей истории, то никакой силы он не имеет. А если он маленький, но он крепкий, он друг за друга держится, он имеет общую цель. А целью этой для русского народа это было, конечно, свидетельство о Христе. Народ даже назвал себя христиане. Да? И весь мир воспринимался как пространство для проповеди. И то, что есть вокруг, рядом живут народы, которые пока еще во тьме язычества, которые еще не познали вот эту любовь Божью, которым надо принести благодать небесную. Вот это все воспринимается как какое-то недоразумение, которое надо устранить. Надо прийти к этим людям, надо их сказать, надо их соединить, чтобы все были вместе. Зачем нам эти вавилонские башни, зачем нам эти границы, зачем нам эти войны? Давайте быть все вместе. При этом каждый народ, сохраняя свое культурное своеобразие, как и Коми народ, кстати, первый из нерусских, присоединившийся к лону православной русской церкви. Вот в этом духовном единстве нужно искать прежде всего силу страны. Хотя и количество, конечно, тоже не отменяется. Но вот у Петерима Сорокина, нашего земляка, нашего соотечественника, есть замечательный пассаж в книжке «Кризис нашего времени». Он рассуждает о гигантомании, о том, что вообще вот наше время – это время гонки за количеством. О том, что если мы обсуждаем какой-то фильм, мы говорим, сколько на него потрачено денег. Если мы обсуждаем, допустим, какой-нибудь
объект туристический, мы говорим, какой он метр, сколько он метров высоты или сколько там народу бывает за год. Вот эта гонка к внешнему, к количественному, это действительно черта нашего времени. Потому что, безусловно, на протяжении последнего века человечество в целом потеряло внутреннюю вот эту вот теплоту, сердечность, искренность, искание Бога. И поэтому пошла гонка за внешним, за экономическим, за деньгами, там, за технологическими инновациями и прочее. Но то, что потеряно, очевидно, в наших силах, в нашей свободе к этому вернуться, это восстановить. Вот хотелось бы еще несколько сказать слов об усыновлении, в опеке. Сегодня у нас множество детей, десятки, сотни тысяч, находятся еще без попечения родителей, находятся в детских домах, обездоленные. И вместе с тем очередь на их усыновление. Но почему же еще есть детские дома? Значит, не хватает у нас пока вот той самой любви, не хватает, чтобы всех разобрать, всех забрать, всех взять под свое крыло. Вот, пожалуйста, потенциал. Вот куда надо вложить свои силы. Если ты этого ребенка вот сможешь сделать хорошим человеком, и вместо преступника, алкоголика, бродяги, он станет, пускай не выдающимся там, деятелем искусства и культуры, хотя и такое бывает, ну просто порядочным тружеником. Разве это мало? Разве это не вклад в силу, в том числе страны? Одна знакомая семья, которая воспитала 4 приемных детей, причем изначально беря на воспитание детей с инвалидностью, с физическими недостатками. Они, когда принимали решение, так и говорили. Вот муж рассказывает, говорит, я ей говорю, жена, почему все берут вот только здоровых детей, а кто будет больным брать? Давай мы с тобой этим будем заниматься. Они на себя брали такой крест. В этой семье очень приятно бывать, с ними общаться, потому что там через эту жертвенность, но там есть любовь, внимательность и желание служить людям. Кстати, по поводу единства, мне хотелось бы озвучить вам еще одну цифру. Это к вопросу об экономической составляющей. Многие сегодня говорят ведь, что да, конечно, мы бы родили детей, да вот денег не хватает, все сегодня так дорого. Вот. Конечно, все так слышится мне неправдой. Знаю семьи, которые по 10 детей рождают и воспитывают с весьма скромными доходами ниже средних. Но касательно именно бедных семей, по статистике у нас сегодня около 23% детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. И вот дефицит средств, то есть объем денег, которых не хватает вот этим семьям до прожиточного минимума, составляет на всю страну порядка 800 миллиардов рублей. Запомните цифру. 800 миллиардов рублей. И в то же самое время на депозитах, только лишь на депозитах, не считая акций и других ценных бумаг, в России лежит 30 триллионов рублей. То есть почти в 40 раз больше. Поэтому все разговоры о том, что денег нет, это неправда. Вот и солидарности нет, любви нет, внимания друг к другу нет. Вот это будет правда. А деньги-то есть. Даже больше, чем надо. Гораздо больше. Мы видим сегодня с вами, что идет война. Война на мировой арене, война за человеческие души, духовная война. Она, по сути дела, идет с самого начала, еще как ангелы с неба спали под руководством Деницы, который стал сатаной. Он и человека соблазнил на свой путь. И вместе с тем Бог в этой войне всегда побеждает. И через свое воплощение, через крестную жертву, через воскресение он побеждает. Но каждый из нас, покуда живет, он выбирает, на какой он стороне в этой войне. За добро или за зло. И враг сегодня использует прежде всего когнитивное оружие. Как и лукавый в райском саду использовал обман, лукавство, также наших детей сегодня бомбардируют идеями свободной любви, разврата, наслаждения, идеями гомосексуализма. Вы знаете, вот на беседах в школах об этом часто приходится слышать. Они убежденно отстаивают эти идеи. Причем тот, кто отстаивает, он готов выступать вслух, не стесняясь. А тот, кто хотел бы защищать, он, как правило, очень скромен, и он не решается говорить.
Вот, неоднократно доводилось с этим сталкиваться. Они защищают идеи эвтаназии, они защищают идеи главенства, карьеры над семейной жизнью. Вообще немного тех, кто вот мечтает о том, чтобы быть матерью, отцом, вообще о семье размышляет. Они, конечно, настроены все вот на такое вот, так сказать, технологичное, успешное, денежное, внешнее, куда-то уехать и так далее. Вот. Что это такое? Это информационная война. И даже она получила термин определенный в современном общесознании, это демографические войны нового типа. То есть идет война против человечности. Понятно, что именно для дьявола каждый человек это потенциальный святой, это потенциальный, так сказать, борец за правду Божью, это носитель того самого образа Божьего, который так сильно потерян в этих падших ангелах. Вот. И поэтому сатана не только сбивает людей с пути праведного, но он и в целом препятствует их рождению. И тому существует очень много разных способов, технологий. Это и разврат, как сказано, это идея супружеской близости только лишь для наслаждения, это идея сожительства, такой ложной свободы без служения, свободы от ответственности. Вот. Но 100 лет назад, к сожалению, именно в России, в первой стране, из всех остальных, вот эта война получила законодательное закрепление в отрицательную сторону. В 1920 году, в ноябре месяце, официальным документом в нашей стране были легализованы аборты. И в советское время делались их и по несколько миллионов, и до 6 миллионов доходили в иные годы цифры. Сегодня они составляют порядка 600-700 тысяч. Но если мы к ним прибавим еще неучтенные случаи, то мы получим гораздо большую цифру. И количество абортов в России превосходит намного все случаи насильственной смерти, все случаи смерти от внешних причин, то есть от убийств, от самоубийств. Таковых, к примеру, всего лишь 138 тысяч в год. Напомню, да, абортов 600. И церковь, сказано, что ни в каких ситуациях не благословляет аборт. Потому что есть заповедь «не убий». И несомненно, что жизнь человека начинается с первой клеточки, с момента зачатия, с момента оплодотворения. Вот взгляните, вот этому малышу, это пластмассовый макет, муляж, ему вот 10-12 недель. Именно до этого возраста, по желанию женщины, могут совершаться аборты. И что особенно страшно, что это делается за государственный счет, за счет бюджета, за счет того самого бюджета, где часто не находится денег на лечение детей, на выплату тех или иных средств, пособий и так далее. Оттуда оплачиваются убийства детей. И это делают сами родители. Не какие-нибудь изуверы, фашисты, а это делаем мы сами. И покуда мы в крови этой ходим, конечно, ни о какой серьезной духовной благодати в целом до народа говорить нельзя. Нам нужно покаяние. Нам нужно от этого избавиться. Каждый должен быть убежден в том, что это зло. Каждый должен во всех ситуациях твердо сказать этому злу нет. Каждый должен сделать все, чтобы отговорить своих близких, знакомых от этого шага, если он с этим сталкивается. И должен сделать все, чтобы в целом общество об этом знало, чтобы распространялись эти материалы, чтобы мы помогали не только государственными методами, но чтобы мы, каждый как гражданин, помогали вот тем людям, которые в сложной оказываются ситуации, помогали и финансово, помогали и советом, помогали просто сердечным участием, помогали твердым словом правды. Вот спасай обреченных на смерть, и неужели ты откажешься от этого, так говорится в одной из книг Ветхого Завета. И, друзья, хочу обратить ваше внимание, что к этим сотням тысяч детей добавляется еще одна огромная цифра, никто ее точно не знает, можно только не догадываться. Это цифра детей, души которых погибают в результате использования гормональных противозачаточных таблеток. Дело в том, что слово «противозачаточные» в данном случае лукаво.
Большинство этих гормональных таблеток, которые используются сегодня для планирования семьи, они имеют, если прочитать внимательно их инструкции, ряд механизмов действия. Подробно в инструкциях весь этот ряд не описывается, но некоторые механизмы их действия основаны на том, что в результате внутренних физиологических процессов женщины уже оплодотворенная яйцеклетка не может прикрепиться к стенке матки и выбрасывается наружу. То есть, по сути дела, уже начавшаяся жизнь погибает. И в основах социальной концепции Русской Православной Церкви об этом сказано, что некоторые из таких средств фактически обладают абортивным действием, искусственно прерывая на самых ранних стадиях жизнь эмбриона, а посему к их употреблению применимы суждения, относящиеся к аборту. Другое дело противозачаточные средства неабортивного действия, барьерного. Они тоже являются определенным нарушением, так сказать, промысла Божьего и как бы вторжения вот в этот таинственный процесс творения новой жизни, но все-таки это не такой тяжкий грех. И церковь здесь очень деликатно к этому относится, то есть она говорит, что вот это вот нельзя совсем, это по сути дела убийство, вот. А вот это вот нежелательно. А как быть дальше, вы уж, пожалуйста, решайте сами. Сколько вам иметь детей, сколько вы сможете родить, сколько вы сможете воспитать. Вот это уже дело самих супругов. То есть они должны решать сами. Это тайна, определенная тайна семьи, в которой даже пасторское вмешательство весьма деликатно и ограничено. Сказано, что не уклоняйтесь друг от друга супругам разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве. Потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Из первого послания к Коринфянам. Очевидно, что решения в этой области супруги должны принимать по обоюдному согласию, прибегая к совету духовника. Что еще можно прочитать полезного, я вам рекомендую познакомиться с этим документом, потому что здесь поднимаются проблемы и вспомогательных репродуктивных технологий. И говорится, что, скажем, искусственное оплодотворение половыми клетками мужа допустимо. А вот, например, суррогатное материнство или донорское оплодотворение, оно нарушает интимную цельность брачного союза, поэтому церковь не дает на это благословение. Так же, как не дает благословение и на экстракорпоральное оплодотворение, внетелесное, предполагающее заготовление, консервацию и намеренное разрушение, в кавычках, избыточных эмбрионов. Именно на признании человеческого достоинства даже за эмбрионом основана моральная оценка аборта, осуждаемая церковью. Вот. Говорится здесь и о пренатальной, то есть родовой диагностике, что она должна не влечь за собой убийство ребенка, то есть прерывание беременности. Говорится о, естественно, осуждается гомосексуализм, вот как повреждение человеческой природы, как нарушение вот, радости супружеского союза и естественного деторождения. Говорится о недопустимости фетальной терапии, в основе которой лежит изъятие и использование тканей и органов человеческих зародышей, абортированных на разных стадиях развития. Осуждается эвтаназия и, естественно, смена пола, транссексуализм. Сегодня для нас это еще дико и редко, а вот за рубежом это уже сплошь и рядом встречается. Это тоже православная вера не принимает. Что она напоминает человеку об его исходном назначении, призвании. Это быть человеком определенного пола, того пола, который тебе Бог дал. Пол – это дар Божий. Беречь в себе этот дар пола, использовать его для любви, для созидания любви, для созидания своей семьи, как малой церкви, и для приближения к Богу. Вот еще два термина мне хотелось бы в контексте этих демографических войн упомянуть. Это движение child free и child hate. С английского переводится как child free, значит свободный от детей, и child hate – это ненависть к детям.
То есть child-free – это люди, которые просто проповедуют жизнь для себя, для своего удовольствия, не обремененную заботами о детях. А child-hate – это те люди, которые осуждают тех, кто рождает детей, даже агрессивно к ним относятся, оскорбляют и так далее. То есть всячески проповедуют детоненавистничество. Ну, тут явный запах, конечно, сатанизма в этом всем слышен и виден, и богоборчество. Вот. Но эти идеи гуляют. И по-настоящему защититься от них, то есть по-настоящему противоставить себя можно только духовным иммунитетом. То есть своей молитвой, своим служением Богу, своим трезвым умом, своей чистой душой. Вот можно сохранить в детях то целомудрие, которое позволит им прям сразу отсечь все подобные идеи и их не принимать. Приближаясь к концу нашей беседы, завершая ее, мне хотелось бы с вами поделиться с строчками еще из первого послания к Коринфянам. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, а тление не наследует нетление». Это значит, что рождая ребенка, мы должны не столько заботиться о его телесном, это естественно, но прежде всего о духовном, о его душе. Еще часто цитируемый стих – это первое послание к Тимофею из 2 главы. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Вот как здесь понять эти слова через чадородие? Если мы посмотрим толкование святых отцов, то становится понятным, что само по себе чадородие не спасает. Но благодаря ему, то есть как бы посредством его, женщина может исполнить свое предназначение и может, как благочестивая жена, прийти к Богу, если пребудет в вере и любви и святости, видите, даже святости, с целомудрием. То есть должно земное служение сочетаться с небесным. В Евангелии от Луки говорится о том, что приносили к Нему, то есть к Иисусу Христу и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им, но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». То есть Господь благословляет детей, хотя ученикам его казалось, что все, что он делает и говорит, это все такое возвышенное и сложное, все это для действительно людей аскетически настроенных. А вот Господь, будучи сам, конечно, девственником и безбрачным, но он показывает, что Божье благословение через него, через Спасителя, через Новый Завет распространяется на семью, на детей. И нам полезно как бы развернуть свое сознание и от бесконечных споров о том, сколько должно быть детей, как спасти страну и какие должны быть меры там, государственной поддержки, вот, задаться для себя такие вопросы. А как самому-то стать ребенком? А мне-то самому как стать ребенком для Бога? Ведь мы Бога называем Отцом, а относимся ли мы к Нему как дети? В Евангелии от Марка, как раз когда ученики вот спорили, кто из них больше, то Господь, призвав 12, сказал им: кто хочет быть первым, будь из всех последним всем слугою. И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня. И потом в другом месте можно прочитать, что если вы не смиритесь, да, вот, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него. Если вы не обратитесь, не будете как дети, не сможете войти в Царство Небесное. Поэтому каждый должен стараться научиться этому смирению, научиться чистоте, научиться такой искренней любви детской к нашему Творцу, к Отцу Небесному, чтобы в послушании в Его заповедям делать Его дела и говорить Его глаголы.
Давайте подытожим. Давайте вот ответим на вопрос, как относиться к рождению детей и сколько их должно быть. И ответим на это так. Вот Дух един, сказано у апостола, а дары различны. И каждый делай свое дело, как дело Божье. Поэтому кому когда дано, кому как позволяют обстоятельства, кому как позволяет, так сказать, благословение, которое на нем пребывает, пусть тот каждый делает, не стремясь к какой-то определенной цифре, и вместе с тем не гнушаясь тем положением, которое есть. И безбрачный, и одинокий, и бездетный человек может угодить Богу и быть Его слугой. И многодетный человек, который почти не может уделить время, скажем, богослужению, аскетической жизни, молитве, а весь поглощен заботой о детях, пусть он и это воспринимает как место, как поприще своего служения. Разные формы служения Богу. Рождение и воспитание детей – это одна из форм служения Богу. И один из, так сказать, наших университетов возрастания в любви. Это тот талант, который надо приумножить и вернуть Господину. Люби Бога, говорит блаженный Августин, и делай, что хочешь. Поэтому с молитвой и с Божьим благословением будем исполнять Его заповедь, плодиться и размножаться и наполнять землю и своими кровными детьми, и духовными чадами, как говорит апостол Павел. Много у вас наставников, но немного отцов. Благовествованием о Христе Иисусе я вас родил. Настоящее рождение человека, как говорит сам Спаситель, это рождение свыше, когда Духом Святым в таинстве крещения человек рождается для вечной жизни и, оставляя потом жизнь земную, входит в Царство Небесное, как ребенок входит в дом Отца Своего Небесного, как заблудший сын возвращается к Нему. Благодарю вас за беседу. Пусть лягут слова Господни на сердца и принесут добрые плоды. До новых встреч.